за 7 месяцев поступление страховых взносов в Пенсионный фонд Республики Абхазия составило 1 миллиард 145 миллионов рублей, что на 155 миллионов рублей больше, чем в 2025 году. С начала 2026 года у нас количество, именно смотреть в общем, сколько мы выплатили, это на 278 миллионов рублей больше. Отдельно по доплате это те граждане, которые не получают российскую пенсию. В соответствии с вашим предложением мы начали с мая месяца, а не с июля месяца выплаты. Это тоже дополнительная нагрузка, и мы выполняем свои обязательства. Если по доплате смотреть, то на 191 миллион больше выплат в этом году Пенсионный фонд осуществил по сравнению с 2025 годом. Это существенная сумма для Пенсионного фонда, и количество получателей тоже у нас ежегодно, получателей доплат растет. Было около 17 тысяч человек. На сегодняшний день мы подходим к 18 тысячам, прогнозно, и в следующем году еще их будет больше. Вот. И количество получателей тоже пенсии у нас на сегодняшний день 50 699 человек. Это на 1256 человек больше. А количество получателей доплаты по сравнению с 2025 году больше на 1708 человек. На сегодняшний день все параметры бюджета Пенсионного фонда выполняются. Наша цель, прежде всего, мы об этом заявляли, и мы абсолютно отступать от этого не собираемся. Надо подойти как можно быстрее к прожиточному минимуму, базовой пенсии. Надо к этому стремиться, и чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше. Соответственно, наши получатели пенсии будут находиться немножко в других условиях. Ни 11 тысяч, ни 15 тысяч не будет достаточно. Это ровно точно так же, как сегодня и 6 тысяч недостаточно. Но к этому надо обязательно стремиться. Все, что мы с вами в прошлом году задумали по доходной базе, то 1 миллиард 800 прогнозировался в прошлом году, в этом году уже 2,3 миллиарда рублей. Мы достигли практически темпов роста по этому показателю. Я уверен, что к концу года все эти средства поступят в бюджет, ну, естественно, с учетом даже перевыполнения, что даст еще раз нам возможность по итогам 2026 года сразу делать предложение об индексации. И такая индексация должна проходить не реже, чем 2 раза в год. Будем так на будущее ориентироваться. Может, это небольшие суммы будут, но к этому надо стремиться обязательно. Мы тогда, вот с учетом наших расчетов, мы тогда там совсем скоро, в течение 3 лет, мы можем подойти вот к таким показателям, о которых я говорю, достижение там прожиточного минимума. То есть размер пенсионного обеспечения равен прожиточному минимуму.